Шохлопан бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 16-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами выучим четверостишье на абазинском языке, повторим некоторые числительные, сделаем упражнения для того, чтобы окончательно закрепить название числительных в абазинском языке и узнаем, как читаются некоторые буквы. Итак, четверостишье на абазинском языке апшсатырк. Апшсатырк. Давайте еще раз попробуем произнести апшсатырк. Обратите внимание на звук «к» в конце этого слова. Пишется этот звук как «к», палочка, произносится как «к». Итак, вот, собственно, и само четверостишье. Давайте попробуем все вместе его прочитать. Щажы ишталхва, щажы дгылхыт. Щажы игылхва, тқацадухыт. Щажы ишталхва, щажы дгылхыт. Щажы игылхва, тқацадухыт. Значит, перевод какой? Кто рано ложится, тот рано встает. Кто рано встает, тот вырастает большим мужчиной, да, вот какой-то. Что такое детское стихотворение? Давайте теперь еще раз с вами прочитаем. Щажы ишталхва, щажы дгылхыт. Щажы игылхва, тқацадухыт. Теперь давайте обратим внимание на выделенные буквы. Нам несколько раз в этом четверостишье встречается буква «ж». Ну, как она пишется, тоже догадаться несложно, да, «ж». Пишется как «ж» мягкий знак, «ж». Дальше мы встречаем звук «т», тоже несколько раз в этом четверостишье. Звук «т» пишется как «т-палочка», «т-палочка». И еще мы встречаем звук «х», «х». Как пишется звук «х», как «х» твердый знак, да? «Х» твердый знак – это звук «х». Слово подсказка для этого звука – слово «хлпа», шапка, помните? Не раз мы встречали это слово в качестве слова подсказки на наших занятиях. Также мы встречаем звук «ц». Звук «ц» пишется как «ц-палочка». Запоминать мы его можем с помощью слова, например, «цла», «цис». Да? «Ц-палочка» читается как «ц». Давайте перепишем это небольшое четверостишье для того, чтобы мы потренировали не только произношение, не только чтение, но еще и письмо, потому что это нам с вами поможет максимально закрепить пройденный материал и новую информацию. Так, теперь пришло время нам с вами вспомнить, как образуются некоторые числительные. Нам с вами нужно сейчас вспомнить, как на абазинском один, двое, трое, четверо, пятеро. Помните, мы с вами проходили на прошлом занятии эту информацию и, в общем-то, довольно уверенно ее освоили. Давайте подумайте, как сказать на абазинском один, двое, трое, четверо, пятеро. Я вам напомню, что значит, один
Двое – это как бы такие слова исключения, да, их я говорила на прошлом занятии, что их нужно просто запомнить. А что касается числительных трое, четверо, пятеро, то они образуются по одной и той же схеме. Схема очень простая. Схема простая, и она заключается в том, что надо сначала вспомнить, как, ну, на примере числительного трое разберем, да, надо вспомнить, как три на абазинском языке, и первую букву из слова три, да, первый звук, прибавить к слову человек. Получится у нас трое, три человека, да. Итак, думаю, вы достаточно уже подумали и уже вспомнили. Теперь давайте себя проверим. Один на абазинском задж, задж. Давайте еще раз повторим и потренируем произношение. Задж. Звук дж. Звук дж. Звук дж, если помните, на прошлом занятии мы его тренировали с помощью слова стиральная машина. Джджага. Джджага. Отличное слово, очень подходит для того, чтобы отработать этот звук. Звук дж запоминаем с помощью слова джджага. Теперь переходим к слову двое. Как же двое на абазинском языке? Ведж. Ведж. Давайте еще раз попробуем произнести. Ведж. А здесь в этом слове два интересных звука. Звук г, г, палочка в, г. И звук дж. Д же мягкий знак, целых три буквы, а звук один. Итак, звук г мы запоминаем с помощью слова г человек или гора гнездо, да? Звук дж мы запоминаем с помощью слова джма коза. Теперь самое интересное. Трое на абазинском языке хв. Как я уже сегодня говорила, значит, логика построения этого числительного какая? Звук х, то есть х, да, мы его читаем, появляется из числительного хпа, то есть 3. А все остальная часть слова г это из слова человек. Г человек. Получается г это 3 человека или трое. Четверо. Пщ. То же самое, да, вот первая часть слова пщ, а именно буквы пщ, они появляются из слова 4. Пщба. 4 человека. Пщ. Пятеро. А первый звук хо, он появляется из слова 5. Хуба. Помните? Хуба. Итак, пишется звук хо как хв, произносится как хо, появляется из слова хуба. Теперь давайте прочитаем все вместе. Задж, ведж, хве, пщве, хве. Обратите внимание, что может быть как-то немножко смущать будут смущать числительные трое и пятеро, да, при произношении, может быть немножко сложно, но с практикой все станет легче. Послушайте. Хве, трое, хве, пятеро. Хве. То есть, когда вы говорите хве, просто звук х произносите звонче. Когда вы говорите хве, вы как будто бы произносите тот же звук х, только губы округляете, и получается у вас вместо х хо. Вот, видите? Ну, в принципе, ничего сложного, чуть-чуть потренируйтесь, и будет отличный результат. Двигаемся дальше. Теперь давайте подумаем, как сказать шестеро, семеро, восемеро, а также 9 и 10 человек, да, на абазинском языке. Подумайте. С этим гораздо проще, потому что здесь никаких исключительных нет, исключений нет, мы просто двигаемся по той же самой схеме. А схема заключается в том, что мы вспоминаем, как сказать, ну, на примере шестеро, да, еще давайте подумаем, как сказать 6 на абазинском языке. Берем букву, первую букву из слова 6, прибавляем к слову человек. А человек на абазинском языке в. Помним, да?
Соответственно, шестеро – это цве. Как будет семеро? Бжв. 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 В слове бжв мы видим звук ж, вот он выделен, пишется как ж мягкий знак. А звук в, мы сейчас будем встречать его в каждом из числительных, пишется он как г, палочка в, и произносится, естественно, как в. 8 человек. А-в. Так, значит, 8 человек, первая часть ах, она берется из слова 8. Ахба, да? А 8 человек ах. Если кому-то сложно произносить эти звуки чтобы было легче, вот напомню вам, что звук вот мы как бы его легче произнести, да? А чтобы получилось вы просто округляете немножко губы. Получается у вас вместо получается у вас То есть сначала вы не округляете губы, получаете потом округляете и получается Вот, в принципе, несложно. Надо просто немножко потренироваться. 9 человек. Жв. Почему ж? Потому что мы это берем из слова 9. Жба. Да? Жв. Звук ж пишется как ж в. Произносим как ж. Как в слове корова. Да? Ж. Этот звук. 10 человек будет жаве. Почему перед г мы берем вот звук жа? Не звук жа, а слог. Ой, извините. Жа-г. Слог жа мы берем из слова 10. Жаба. Мы берем жа из этого слова, прибавляем к слову г человек и получаем жа-г. Давайте теперь все прочитаем. Все, что здесь на этом слайде. Цв. Бжв. Ах. Жв. Жав. Цв. Бжв. Ах. Жв. Жав. Вот и повторили. Ничего сложного, да, как мы видим. Молодцы. Теперь пришло время сделать упражнение на переписывание. Давайте для начала вспомним, как переписывание мы говорим на абазинском языке. Акхвелара. Звук х, который мы видим на экране, х твердый знак, мы запоминаем с помощью слова хлпа. Звук г мы запоминаем с помощью слова гара. Звук г мы запоминаем с помощью слова гапн, весна. Итак, давайте запишем в тетрадках слово аквелара. Звук х пишется как х твердый знак. Мы запоминаем с помощью слова хлпа. Звук г пишется как г, палочка в. Произносится как г. Произношение мы запоминаем с помощью слова гора, гнездо. Звук г мы запоминаем с помощью слова гапн. Напишем как г, палочка. Итак, послушайте, вот такой текст. Сара сехез барис. Скапщела лехез зуридаб. Хсабиква хв инадзит. Ренат Азамат Мира. Черкесск хтабзазит. Сара сехез барис. Скапщела лехез зурида. Хсабиква хв инадзит. Ренат Азамат Мира. Черкесск хтабзазит. Итак, давайте сначала разберемся с переводом. Сара сехез барис. Меня зовут Борис. Скапщела лехез зурида. Мою супругу зовут Зурида. Хсабиква хвейнадзит. У нас 3 детей. Ренат Азамат Мира. Черкесск хтабзазит.
мы живем в Черкесске. Итак, давайте обратим внимание на... В первую очередь давайте найдем числительное в этом тексте. Но это легко, да, вот оно специально подчеркнуто. Хве, хве, сабиква, хве и надзит. У нас 3 детей. Вот как раз таки числительное 3, хве. Теперь давайте разберемся с буквами, с выделенными буквами. Обратим на них внимание, чтобы нам легче было их узнавать в текстах, когда мы встречаем их. И легче нам с вами было писать на родном языке. Итак, первый звук – это звук «х». Пишется он как «х» мягкий знак. Дальше мы встречаем букву «п». Пишется как «п» палочка, произносится как «п». Дальше звук «х», но мы с вами уже недавно встречали звук «х», пишется как «х» твердый знак. Запоминать можем с помощью слова «хлпа», помните? Дальше звук «х», «сабиква», «х». Пишется как «х» палочка. Запоминать мы можем с помощью слова «ха», груша. Да? Запоминать именно произношение. «Х», «ха». Дальше звук «к», «сабиква». Звук «к» пишется как «к», «в». Произносится как «к». «Хве», звук «в», «г», палочка «в». Вот как пишется этот звук. Запомнить мы можем его с помощью слова «в», человек, либо «вяра», гнездо. Потом слово «инадзит», «инадзит», звук «дз» мы встречаем в этом слове. Звук «дз» пишется как «дз». Произносится как «дз», как в слове «вода», «дз». Дальше мы встречаем звук «т», пишется как «т» палочка, а запоминаем мы его с помощью слова «т», «сова». Запоминаем произношение этого звука с помощью слова «сова». «Т». Молодцы, молодцы. Теперь давайте будем двигаться дальше. Теперь у нас вот такое предложение для разбора. Давайте мы его сначала прочитаем, а потом попробуем найти числительное и подумаем, как оно образовано, то есть вспомним, как оно образовывается. Абхавича жавейнадзит. Абхавича жавейнадзит. Учеников 10. А числительное, конечно же, 10. Жаве. Жаве. Обратим внимание, да, что слог «жа» берется из числительного 10. Жаба. Часть слова «жаве», часть «в» из слова «жаве» берется из слова «в» человек. Так, в слове «абхавича» мы встречаем сначала звук «х», пишется как «х» мягкий знак. Дальше звук «в», мы запоминаем его с помощью слова «в» человек. Дальше звук «ч», «абхавича». Мы запоминаем этот звук с помощью слова «чарта», кровать. Чарта, кровать. Дальше звук «ж», «жаве». Звук «ж» мы запоминаем с помощью слова «корова», «ж». И дальше мы встречаем еще и надзит, звук «дз». Мы помним, что он пишется как «дз». Запоминаем его с помощью слова «вода». И, наконец, последний звук в этом предложении, звук «т». Пишется как «т» палочка, а запоминаем мы его с помощью слова «сова». «Т». Давайте еще раз прочитаем это предложение. Абхавича жаве и надзит. Абхавича жаве и надзит. Молодцы. Переписали, да? Следующее предложение. Давайте сначала попробуем его прочитать, а потом перепишем. Асабиква пшве и надзит. Асабиква пшве и надзит. Итак, здесь что мы видим? Мы видим числительное 4, пшве. Образуется это числительное из слова пшба 4
и слово в человек. В слове особиква мы видим звук к, который пишется как кв. Запоминаем с помощью слова крыша, например, да, пщв, звук в. Обратим внимание еще раз, как пишется этот звук, чтобы мы с вами его уже запомнили раз и навсегда. Г, палочка, в. В слове инадзит мы видим звук дз и звук т. Эти звуки нам с вами уже знакомы. Следующее предложение. А-класс цв абхит. А-класс цв абхит. В классе учатся 6 человек. А-класс цв абхит. Итак, опять мы встречаем звук в и запоминаем мы его с помощью слова человек. В слове абхит мы видим звук х. Несложный звук, да, пишется он как х мягкий знак. И также мы встречаем звук т, который пишется как т палочка. А запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова т. Сова. Т. Сова. Угу. Молодцы. Давайте попробуем найти числительное в предложении а-класс цв абхит. Конечно же, это слово цв, шестеро. Образуется это числительное из слова шесть, то есть цба, и слова человек, то есть в. Так, сова, т, пишется вот так. Т. Теперь следующее предложение. Апеш апн ав. Апеш апн ав нхит. Апеш апн ав нхит. Апеш апн ав нхит. Итак, в комнате работают 8 человек. Ну или 8 человек, да, легче так произносить все-таки. Числительное 8. Мы произносим на абазинском ав. Ав. Как образуется это числительное? Из слова 8 ахба, из слова в человек. Из слова ахба 8, из слова в человек. В слове нхит опять звук т. Мы с вами его встречали уже не раз на этом занятии. Звук т мы пишем как т-палочка, запоминаем как с помощью слова сова. Т, да? Дальше звук в мы тоже встречаем очень часто на этом занятии. Останавливаться здесь не будем на нем. А звук г красным выделено г, г-палочка. Мы давайте вспомним все-таки, с помощью какого слова мы запоминаем произношение звука г. С помощью слова гапн, конечно же, весна. Давайте еще раз прочитаем это предложение. Апеш апн ав нхит. Апеш апн ав нхит. Г гапн. Молодцы. Теперь нас ждет последнее предложение в этом упражнении. Давайте его прочитаем. В абаза бзша рдерит. В абаза бзша рдерит. В абаза бзша рдерит. 5 человек знают абазинский. Да? 5 человек знают абазинский. Молодцы. Конечно же, числительное в этом предложении это слово 5. На абазинском в. Откуда мы берем звук хо? Из слова хуба, то есть 5. Хуба 5. Значит, мы числительное 5 составляем из слов 5, хуба и в человек. Получаем в. Давайте еще раз потренируем произношение. В. Это как звук хо мы произносим, отталкиваясь от звука х, только чуть округляем губы.
было х, стало хо. Видите, несложно. Хве. Абаза без ша рдырит. Хве. Абаза без ша рдырит. Звук ш в слове без ша пишется как шв, произносим как ш. Запоминаем произношение этого звука с помощью слова шарах. Олень. Шарах. Олень. Рдырит. Звук т мы с вами сегодня уже, думаю, освоили. Пишется этот звук как т-палочка, а произносится как т. Пишется как т-палочка, произносится как т. Молодцы. Очень хорошо потрудились. А теперь давайте перейдем к следующему заключительному блоку сегодняшнего занятия. Это правило чтения. Правило чтения на абазинском языке звучит так. Ахаровка ргабхаща. Ахаровка ргабхаща. Давайте еще раз повторим. Ахаровка ргабхаща. Разберем интересные звуки, которые встречаются в этих двух словах. Звук х пишется как х, палочка. Запоминаем его с помощью слова груша. Ха. Звук к пишется как кв. Запоминаем его произношение с помощью слова крыша. К. Ргабхаща. Звук г мы запоминаем с помощью слова гапн, а пишем как г, палочка. Звук х пишем как х, мягкий знак, да, несложно догадаться. Двигаемся дальше. И вот два звука, которые мы с вами сегодня освоим. Звук к. Давайте произнесем. К. Несложный, правда, звук? К. А звук к образуется как бы от звука к при произношении буквы к со смягчением. Попробуйте со смягчением произнести звук к. Получится как бы к. Ну вот. А теперь давайте потренируемся. Сначала начнем с буквы к. Кж. Канхара. Капсара. Кж. Канхара. Капсара. Кж. Канхара. Капсара. Дальше звук к. Кеда. Кяса. Кява. Кеда. Кяса. Кява. Кеда. Кяса. Кява. Молодцы. Теперь что у нас с вами на очереди? Давайте теперь посмотрим, как переводятся эти звуки. Кж. Зурна. Это музыкальный инструмент. Канхара. Дыра. Капсара. Сеять. Кеда. Отдельный. Кяса. Младший. Кява. Кузнечик. Кузнечик. Молодцы. Давайте теперь перепишем. Вы переписывайте, я вам еще прочитаю. Кж. Дважды в этом слове встречается звук к. Обратим внимание, что пишется этот звук как к-палочка, да, не будем забывать об этом. Канхара. В этом слове помимо звука к мы встречаем еще звук х. Вспомните, как мы запоминаем звук х. Мы запоминаем его произношение с помощью слова ха, груша. Капсара, сеять, да, звук к, капсара. Молодцы. Теперь звук к. Кеда, отдельный. К, палочка, мягкий знак. Вот как пишется этот звук. Кеда, отдельный. Кяса, младший. Кява, кузнечик. Кяса, кява. Кяса, кеда. Молодцы. Вот как продуктивно у нас с вами прошло занятие. Все молодцы. Мы с вами сегодня повторили некоторые числительные.
сделали довольно объемное упражнение по переписыванию, закрепили, да, правила образования числительных. Дальше разобрали еще даже целых 2 звука, выучили, как они произносятся, отработали произношение, то есть поработали очень хорошо. Молодцы! На этом наше занятие подходит к концу. Хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза БСЖ и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза БСЖ. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах беш заразхат.